23 сентября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,23 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 10,09 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2361 до 10,05 сомони, 1 евро от 10,0979 до 10 сомони, 1 российский рубль от 0,1655 до 0,1680 сомони. Мировые котировки нефти в пятницу утром опускаются. Рынки опасаются рецессии после ряда повышений ставок мировыми Центробанком, что отражается на ожиданиях по спросу. Нефть марки Brent составила $90,04 за баррель, марки WTI $83,11 за баррель. Цена на золото в пятницу утром опускается, торгуясь ниже $1680 за тройскую унцию после серии повышения ставок мировыми центробанками. Может показать снижение вторую неделю подряд. Об этом следует из данных торгов. Международная ассоциация развития Всемирного банка выделит дополнительные 80 миллионов для оздоровления финансового положения госэнергохолдинга Барки Тоджик. Церемония подписания соглашения о финансировании состоялась в городе Душанбе. Документ подписал министр финансов Таджикистана Файзидин Кахорзудай, глава представительства Всемирного банка в Республике Таджикистан Озан Севимли. Общая стоимость проекта по соглашению о дополнительном финансировании составляет 59,3 миллиона специальных прав заимствования, что равно $80 миллионам. Эти средства будут выплачиваться отдельными частями после реализации запланированных мероприятий и, соответственно, достижения определенных результатов. Целью платежей является оздоровление финансового положения УАХК Барки Тоджик, его платежеспособности, совершенствование управления и прозрачности. В Узбекистане 23 сентября с 9:00 приостановлено обслуживание карт российской платежной системы МИР и работа кабейджинговых карт УЗКарт МИР за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Единого общереспубликанского процессингового центра УЗКарт. Причиной приостановки названо проведение необходимых технических процедур. В пресс-службе отметили, что на территории Узбекистана кабейджинговые карты УЗКарт МИР работают в штатном режиме. Сообщения о проблемах в использовании карт МИР в Узбекистане стали появляться в соцсетях несколько дней назад. 21 сентября УЗКарт заверил, что продолжает принимать карты этой платежной системы. Обслуживание карт МИР УЗКарт временно приостанавливало в марте текущего года, тоже по техническим причинам. Напомним, как писало ранее агентство Хабара со ссылкой на руководителя пресс-центра Государственного сберегательного банка страны Амунатбанк Гилаврейса Рахмотову, российская платежная карта МИР действует без ограничений в банкоматах и терминалах сразу двух кредитных организаций Таджикистана. Карты российской платежной системы МИР, выпущенные в России и странах-партнерах, работают в Таджикистане в банкоматах и терминалах Государственного Сбербанка Амунатбанк и Душанбе Сити банки, недавно получившим статус банка, сообщила Рахматова. По ее словам, средства с карты МИР выдаются в национальной валюте Сомони. С сентября 2022 года Амунатбанк запустил выпуск чиповых карт национальной платежной системы Кортимили с возможностью обслуживания в России и странах-партнерах карты МИР, пояснила Рахматова. Компания Pamir Energy и Агентство США по международному развитию подписали накануне в городе Хароге меморандум о строительстве дополнительной мощности солнечной электростанции в Мургабском районе Гбау. Церемония подписания меморандума состоялась с участием председателя Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Бахадура Ширали Зода. Меморандум позволит увеличить производительную мощность существующей солнечной электростанции в Мургабе с 200 кВт-часов до 500 кВт-часов, а также увеличение сохраняющихся мощностей с 1000 кВт-часов до 1500 кВт-часов. Стоит отметить, что солнечная энергетика используется в качестве возобновляемого источника энергии и является экологически чистой, то есть не производит вредных отходов во время активной фазы использования. Документ подписали генеральный директор компании Pamir Energy Амирхон Раимов и глава представительства ЮАСД в Таджикистане Питер Райли.